Не добрались мы вчера за весь день до пункта назначения. И спали мы сегодня в этих палатках на веранде под дождем. Санитарная остановка, мы двигаемся дальше. Это 4-й день. Остановимся на стоянке. Наконец-то мы смываем всю Калужскую. С Калужской трассы. Счастье в мелочах. Прав был поэт Александр Зиновьев, сделав крылатыми эти слова в своем стихотворении. Покрытые дорожной пылью после 4 дней пути помыть волосы – это действительно счастье. Скажи, пожалуйста, для чего ты ходишь в такие походы? Я хожу разгрузиться. Тут связи нету, меня никто не достанет. Ну и вообще люблю природу, люблю знакомиться с такими активными людьми в походах. Здесь вообще своя каста ходит, своя каста. Ух. Люди честные, активные. Никто из себя ничего не строит. Местом нашей стоянки посреди лиственничного леса выбрали охотничий домик. По-видимому, сюда приходил медведь и выдавил все оконные стекла. Но домик добротный, с печкой, можно укрыться от непогоды, согреться и переночевать. Приятного аппетита! Мое больное горло. Вся боль спустилась вниз. Теперь я кашляю. У меня открылся насморк. Постоянно мерзнут ноги. Но в целом все неплохо. С сегодняшнего дня у нас начинается пеший трип. Это как раз то, чего я больше всего боялась. Не заброски, вот не этих страдальческих наших автопутешествий, а именно пешего трипа. Это когда нужно забрасывать на плечи огромные рюкзаки тяжеленные и идти по 10-15 километров в резиновых сапогах, через болото, через ручьи. Но прежде чем отправиться в путь, мы как следует отоспались, отдохнули. Галя не могла удержаться от сбора грибов, ведь у нее там, в Красноярске, таких ароматных маслят нет. Да, в Красноярске растут, но их очень мало. Здесь такое количество, это просто сказка. Ой, я не могу оторваться, как отсюда уехать? Без таких грибов. А какие жульены она нам готовила. Отдохнув, налегке сходили на Мраморную гору. 7 километров туда, 7 километров обратно. Палки в помощь. Очень скользко. И где-то даже глубоко. Ладно, расскажи, пожалуйста, ты для чего ходишь в такие походы? У тебя заключаемо уже несколько момских больших походов. Это какой по счету? Так, это уже 8-й поход в Мому. Но Мома для меня какое-то особенное место. Оно вот притягивает. После первого похода я прям влюбилась в Мому. Невероятные просто пейзажи, которые... Ну, вот утром просыпаешься, выходишь, и перед тобой горы. Ну, не знаю, словами сложно выразить. Просто вот так смотришь вокруг и наслаждаешься видами великолепными. Причем каждые там, 100 метров открывается что-то новое. Что-то новое для себя находишь, заряжаешься. Ну и чувствуешь какой-то прилив адреналина или что-то такое, да, потому что очень много препятствий разных в виде вот, водные преграды, подъемы, спуски. Вот. Ну и какое-то преодоление себя, может быть, испытания. Ну, все, кто идут в такие походы, они изначально, мне кажется, люди уже какая-то отдельная каста, что ли, туристы. Но они все, конечно же, открыты, с открытой, широкой, доброй душой. Все сильные, и именно сильные не только физически, а сильные имеется в виду сильный характером, духом, да. Вот. Ну и от таких людей тоже жить, заряжаешься и перенимаешь какой-то опыт,
когда рядом с тобой есть человек, который в любой момент может подставить плечо, там, руку, да, крепкую, то как ты себя чувствуешь надежнее и знаешь, что можешь положиться на каждого. Есть легенда, что когда Бог пролетал над Индигиркой, то уронил рукавицу с сокровищами, поэтому Момская земля обладает богатством, в которое входят практически все элементы таблицы Менделеева. К примеру, выделяющая своей природной красотой гора Юрюн-Тастахая, что в переводе с якутского означает «гора из белых камней». Путешественникам более известна как Мраморная гора, а геологи ее некогда назвали «затерянным миром», почти как по Конан Дойлю. Момский мрамор имеет красивую снежно-белую и розоватую окраску, а его уникальная способность просвечивается на глубину от 2 до 6-7 сантиметров. У подножия Мраморной горы, разумеется, очень много можно встретить мрамора. Говорят, что его ценность очень высока и прозрачность может достигать до 6-7 сантиметров, когда как у итальянцев до 3 всего лишь. Ну, насчет прозрачности я сейчас ничего не могу сказать, но таких вот белых красивых камушек, похожих на мрамор, здесь действительно много. Не обязательно такого размера, есть и такие крупные, даже больше. У Мраморной горы заметили, что пришла дымка от пожаров, хотя за день до этого воздух звенел от прозрачности и чистоты. Как давно ты путешествуешь вообще? В каких горах, в каких местах ты была? Так, ну самое, наверное, первое, это был 14-й год, я была в Иргаках. 3 раза затем посетила Иргаки, потому что они меня влюбилась в них невозможно. И в 18-м году первый раз приехала в Якутию. Якутия меня покорила совершенно, конечно, другой красотой. Огромное пространство. А еще меня удивили якуты. Чем? Тем, что как они любят свою родину, как они уважают ее, какие они сплоченные, какие они национальные. Вообще, для чего тебе нужны вот эти вот вылазки на природу? Ну, во-первых, потому что многодневные походы будет совершенно другая категория людей. С огромной душой, с огромным сердцем. Люди, которые не подведут тебя никогда, когда ты можешь однозначно положиться на них. Потому что в длительных походах может случиться разное. Для чего мне нужно? Возможно, даже разобраться в себе, отвлечься от суеты обычной мирской этой жизни, потому что мы там все время в каком-то сумасшедшем ритме, а здесь в длительных походах, а еще тем более, когда нет связи, ты сам с собой, с природой, и это очень ценно.
День X настал. Сбор вещей, распределение продуктов, частей палатки. Кто-то несет внутренний тент, кто-то внешний, а кому-то достается каркас. Распределение продуктов по рюкзачкам. Каждый теперь понесет, помимо своих вещей, еще продукты. Сколько примерно килограмма это может быть? Килограмма, наверное, 2,5. Плюс Да. к своим вещам, да? Вот так вот. Набив рюкзак по полной, очень важно научиться правильно его надевать. Ну что ж, теперь Кто-нибудь прощаемся это с видео, охотничьим ребята? домиком и отправляемся Кто-нибудь в понравится. пеший поход. Не спешим никогда. Во-вторых, всегда надо иметь две опоры. То есть, если у вас палка, там одна палка, две палки, всегда должна быть две точки соприкасания. Если, допустим, вот перешел, палку положил, перешел. Да? Потом еще раз палку положил, перешел. До этого никогда не ходила с трекинговой палкой, но здесь поняла, насколько важна эта штука, особенно при переходе через реку с сильным течением, которая на раз сносит мой бараний вес. Палка действительно спасала. Но, тем не менее, я закрыла свои детские гештальты, померила водоемы в резиновых сапогах. Отлично помню, как в 1 или 2 классе пошла в школу в резиновых сапогах. По пути обязательно надо было померить лужу, и, не рассчитав ее глубину, я благополучно залилась. В школу я в тот день не попала, сушила портки у мамы на работе.
Ну, в общем, наш маршрут будет пролегать через территорию Момского национального парка. Пойдем вверх по ручью, будем искать водопады, описанные там журналистом Владимиром Таюрским. Вот. Далее, после него, мы планируем пройти через ущелье Джабкачан, выйти к горе Кыгылхая, оттуда через перевал дойти до долины Байынга, потом посмотреть озера, вот там 3 озера есть. Вот. Крайний маршрут у нас получается Малый Чукча, это вот как раз стоит над озером Букчалкан. Вот. Ну и оттуда, наверное, пойдем уже, вернемся назад и с базового лагеря нашего, который будет стоять на озере Байынга, рванем в сторону Антона. Этот день шли вдоль реки Джабкачан. И если в начале пути приходилось искать брод, то, поднимаясь выше, стало легче переходить реку. В общем, задний набор высоты составил 320 метров. А самое приятное в таких маршрутах – привалы, особенно с вкусным перекусом. Цифра 8. Конечно. Вот он свисток! Наташа всегда выдает конфеты нам. Привет, дорогой дневник. Сегодня у нас 7-й день путешествия. Мой рюкзак весит примерно где-то 16 килограмм. Почему 16? Потому что изначально он весил 16 же килограмм. Но на Антоне, это наш перевалочный пункт, мы немножко разбавили свой вес, убрали те вещи, которые в ближайшее время нам не понадобятся. Я даже раздеребанила всю свою косметичку, взяла только зубную щетку, пасту, крем. Все, больше ничего, потому как каждый грамм на счету. Вчера у нас была пешка налегке на Мраморную гору. В принципе, достаточно легко было идти, хотя маршрут составлял 15 километров. Но поскольку налегке, это было, в принципе, все достаточно просто. Сегодня мы идем к озерам. Этот путь займет у нас целых 2 дня. Погода сегодня, слава богу, очень хорошая. Днем даже жарко. Я сижу в футболке. Появилась мошка. Но как только уходит солнце, как будто бы отключается тепло. Ночью просто настоящий дубак. Это мама, детка. А вы пробовали пить воду с дороги? Как водичка? Красота. Кристально чистая. Кристально чистая. И вкусная, наверное. Свежие следы того, чье имя нельзя называть. Не скажу, что мы шли в тех местах, где нога человека не ступала, но следы того, чье имя нельзя называть, мы встречали неоднократно. А один раз он перешел нам дорогу. Это было так для нас внезапно, что никто, конечно, не успел выхватить камеру и отснять предмет восторга и страха одновременно. Перепугались мы не на шутку. И после всю оставшуюся дорогу до ночлега пели песни, свистели словом и издавали шум гам. Так весело, местами страшно, а в конце уже тяжело. Мы прошли первые 16 километров. Привал устроили в живописном месте у озера Кытынкөл. Утро следующего дня также порадовало отличной погодой и подъемом по Курумнику. Нужно подняться. Вон туда. Так что мы не только
По дорогам ходим. Но и вверх по камням с такими рюкзаками. Тяжело, ладно? Сколько у тебя весит примерно, как ты думаешь, рюкзак? 18. Ужас. А сама ты 45. Почти половина твоего веса. Учитывая, что нести нужно было вверх не только себя, но и рюкзак весом 16-18 килограмм, путь оказался весьма непростым. Я даже удивилась, ведь в программе не было восхождения, на что получила спокойное. А это, Ларина, не восхождение, это дорога к нашей точке. Волчья трава. Супер полезная. Куча кедрового слоника. И также спокойно дамы из нашего отряда, по пути не снимая тяжеленный рюкзак, собирали волчью траву. Говорят, полезно для печени. И я поняла, что надо словить такой же дзен. Никуда не торопиться, не суетиться, а ловить кайф от вида, что окружает тебя, и от своей крутости, что ты в этом походе. Как будто получилось. Ну, я сделала это. Поднялась на эту горку с огроменным рюкзаком. Лично для меня это подвиг. Воды не набрали, да-да. Просто вы же сказали, в речке берем. Давайте тормоза достанем. Так, теперь мы спускаемся и должны туда вот выйти. Идем второй день. Вчера и сегодня это самые сложные переходы с набором высоты, со спусками. Позади меня вот рюкзак, я думаю, он килограмм 18 тоже весит. Сама я вешу 50 килограмм. Ну, будем говорить, почти половина моего веса. Рюкзак поменяла, легче стало? Ага, да? Мы сделали это! Что такое? Давайте побольше. И бедные носки, которые я вчера повесила, сушится. Как будто там глубоко.